История Абхазии многогранна и важна для понимания, ведь прошлое практически всегда влияет на будущее. Инал Инапшба решил продолжить обучение в аспирантуре, дабы глубже изучить вопросы правового статуса репатриации. Как отмечает Инапшба, идея продолжения обучения в аспирантуре преследовала его давно, однако в силу жизненных обстоятельств ему пришлось немного повременить. Как только появилась возможность, аспирант подал документы для зачисления. Я, вместе со своими уже, получается, однокурсниками мы сдали экзамены и нас зачислили в аспирантуру. Да, кандидатская моя работа, она, на мой взгляд, очень интересная. Сперва, конечно же, в самом начале стояла проблема выбора темы. Я с работниками Академии наук и уже со своим научным соруководителем долго обсуждали, какую же тему выбрать, искали тему с проблематикой, тему актуальную. В итоге остановились на теме, связанной с репатриацией. Диссертация Инала Инапшба первая на подобную тему, что не только усложняет работу, но и делает исследования интереснее. Аспиранту приходится искать архивные материалы, документы и законопроекты, чтобы получить результат. Что еще примечательно, по завершению диссертации некоторые ее выводы могут лечь в основу новых законопроектов. На мой взгляд, в данной теме есть актуальность, есть проблематика, безусловно, есть то, что необходимо изучать, и в дальнейшем все свои силы я брошу на то, чтобы данная тема была мною изучена. Да, безусловно, за то время, что я выбрал эту тему, занимаюсь изучением, подбираю литературу. Есть, конечно же, знаете, основная причина и проблема заключается в том, что данная тема, она с точки зрения права, в правовом поле, она мало изучена. Практически она, можно сказать, даже не изучена. С точки зрения истории, да, безусловно, у нас очень много видных историков занимались изучением проблемы махаджирства и репатриации. С точки зрения истории она изучена достаточно неплохо, но в правовом поле данная тема нуждается в изучении. Таких научных трудов у нас в Абхазии их крайне мало. Кандидатская диссертация будет включать в себя как историческую часть, так и современные реалии. Сам закон о репатриации имеет специфику, потому что был принят в 1998 году, и изменения в него вносились лишь единожды, в 2005. Если будем изучать правовой статус органов репатриации, безусловно, необходимо свое внимание уделить и истории становления данного органа. Мы знаем, что орган репатриации, комитет по репатриации, был создан в очень переломный исторический период в нашей истории. Это 23 марта 1993 года. То есть во время военных действий Владислав Ардзинба подписал указ о создании данного комитета. Безусловно, это говорит о особой значимости репатриации. На мой взгляд, это не говорит о том, что данный закон он был идеален и был принят на все времена. Нет, в теории права так не бывает. Законы необходимо периодически пересматривать, вносить изменения для того, чтобы они соответствовали нормам современной жизни, современным требованиям, ввиду чего необходимо также вносить соответствующие изменения в данный закон, конституционный закон о репатриации, изучать его, такая попытка предпринята с моей стороны, и постараюсь со всех сторон изучить данный закон и уже уже в кандидатской работе своей озвучить определенные свои предположения по видоизменению данного закона. Мы также затронули планы Инала Инапшба, который отметил, что ни разу не пожалел, выбрав тернистый путь в науке. Каждому молодому специалисту он желает продолжать учиться и узнавать новое. Сам же аспирант не останавливается на достигнутом и хочет масштабировать свой труд. У меня есть такая идея, сама кандидатская работа, она будет написана, я занимаюсь написанием этой работы, но она будет написана на русском языке. Есть такая идея, как перевести на абхазский и уже в виде монографии выпустить эту книгу. Занимаясь вообще данной проблематикой, данным вопросом, безусловно, человек становится уже специалистом в данной сфере, и я попытаюсь использовать свои знания, свой опыт, конечно же, для достижения тех или иных целей во благо
нашего общества, нашей страны. Именно благодаря таким амбициозным молодым специалистам, как Инал Инапшба, есть вера в то, что у нас в Абхазии появятся законодательные нововведения, которые будут помогать гражданам в их повседневной жизни. Алиса Атлиба, Сандро Облотия, Абаза ТВ.